Это был первый опыт государственного строительства в рамках социалистической модели национального государственного строительства. До этого были и теократические попытки создания там имамата Шамиля, и Эмирата Узум-Хаджи в 19 году. Вообще надо говорить о том, что февральская революция, которая как бы дала вот такой либеральный путь развития народам Российской империи, предоставила возможность решать судьбу народов самим этим народам. И вот на Северном Кавказе был объединен Союз объединенных горцев, который возглавил Абдул-Межид Чермоев, Топа Чермоев. Но это просуществовало объединение недолго, несколько месяцев, началась гражданская война. И было не до этого. Нужно было бороться с многочисленными врагами советской власти. После победы над основными противниками, а надо сказать, что чеченцы активно боролись с деникинцами, потому что здесь, надо полагать, заманчивая идея большевиков была то, что большевики обещали право нации на самоопределение, вплоть до отделения и образования независимого государства. А Деникин за единую неделимую Россию. Поэтому горцы, особенно чеченцы, как самый крупный этнос на Северном Кавказе, выступил на борьбу с деникинцами, возглавил эту борьбу молодой Асламбек Шерипов. И здесь были очень острые бои политические и военные, 100-дневные бои в Грозном, которые возглавлял Гекала. Горцы уходили на помощь, это воевали с бечераховцами. Ситуация менялась как в калейдоскопе, но тем не менее вот эта идея, что решать будет и земельный, и национальный вопрос, и именно в пользу горцев, это увлекало народы Северного Кавказа, в том числе и чеченцев. И поэтому они оказали упорное сопротивление деникинцев. После того, как деникинская армия была разгромлена, освобожден Грозный, и был вопрос о дальнейшем государственном строительстве и признании власти, советской власти, власти большевиков. В 2020 году большевики понимали, что они могут здесь решать свои вопросы, только обещав горцам их соблюдение, значит, закона шариатского, наделить малоимущих горцев землей за счет казачьих земель вдоль Сунжи, Терека. И это был такой серьезный козырь. Была попытка создать уже новая экономическая политика, была принята в марте 2021 года. Ситуация несколько стабилизировалась, и вот создание Горской автономной области и Дагестанской республики. Вот эти два образования на Северном Кавказе должны были как бы показать, что противоречий между народами Северного Кавказа нет. Они создают такую крупную, почти больше 900 тысяч человек объединялась в Горской автономной республике, Советской социалистической республике. Но после ее создания сразу же началось размежевание. Слишком много было противоречий. Все национальные объединения, которые входили в Горскую автономную область, имели свои амбиции, руководители имеется в виду. Поэтому первая из них вышла Кабарда. И 30 ноября 1921 года было принято решение о выделении из Горской автономной Советской социалистической республики Чеченской автономной области. Этот вопрос решался на самом высоком уровне. Калинин, Сталин, Орджоникидзе. Были приняты важные решения, что административным центром будет Грозный, но он будет в прямом подчинении, будет губернским городом, в прямом подчинении Москве. Вот. И с этого времени начинается вот строительство чеченской государственности в рамках советского общества.